В эфире Якутия-24, такой футбол, и Власий Сергеев. Мы говорим только о футболе. Минувший игровой день чемпионата мира в России подарил нам два очень интересных матча, и, к сожалению, турнир продолжится без России. Итоги игрового дня мы обсудим с экспертом-аналитиком, председателем Совета футбольного союза города Якутска Алексеем Адамовым. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну что ж, начнем по порядку, пойдем по хронологии, как говорится. Вчера игровой день стартовал с игры Швеция-Англия, в рамках которой родоначальники футбола одержали победу со счетом 2-0. Что скажем по этой игре и как вам игра англичан? Ну, англичане ничего нового не показали, что они могли бы показать. Они играли в свой футбол. Также получается жесткая дисциплина игровая, самоотдача и надежда на своих нападающих. И, соответственно, стандартные положения, когда защитники подключаются, все дружно идут на угловые, на штрафные, в штрафную площадь соперников, борются и, как мы видели, забивают голы. Ну, действительно, Англия традиционно очень сильна в игре в стандартах. И, да, действительно была одержана уверенная победа. Да? Швеция традиционно закрылась. И вот вопрос отсюда такой. Вот, не перестарались ли с этим вот шведы, по вашему мнению? Нет, шведы играли так, как они умеют. И, тем не менее, не надо забывать, что в этой игре было очень много моментов у ворот англичан. Когда вратарь их молодой, Пикфорд, да, который там, можно даже сказать, стал открытием этого чемпионата своего рода среди вратарей, ну, наряду с нашим, наверное, Игорем Акинфеевым, несколько раз просто выручил англичан. Ну, стоит отметить, что страж ворот англичан был признан лучшим игроком матча. Ну, видите, да? Не только мы это заметили. Ну что ж, в полуфинале сборная Англии, которая впервые вышла на эту стадию за 28 лет, сыграет с командой Хорватии. Как бы нам не хотелось, да, вот проанонсировать то, что будет матч Англия-Россия. К сожалению, да, Хорватия переиграла сборную России в серии пенальти. История чуть было не повторилась, но счет на табло. Ну что ж, россияне проиграли хорватам. Какие впечатления получили от этой игры? Ну, впечатления в первую очередь такие, что тактически наша команда сыграла в очередной раз достаточно грамотно. То есть отталкиваясь от соперника, от своих возможностей, какие у них были, ну, у наших ребят. И можно также отметить, что тренер наш Станислав Черчесов в очередной раз правильно сделал замены. Да? Тот же выход Загоева в дополнительное время, который и играл и получил травму, как мы помним, в первой игре в матче открытия. Да, фактически он все эти игры пропустил, пока готовился, восстанавливался, лечился. И он рискнул, его выпустил в дополнительное время решающей игры четвертьфинала с хорватами. И Загоев игру изменил, так сказать, сломал, да, сделал голевой пас тот же самый, когда... Ну, наверное, вся Россия думала, что чудо опять происходит на наших глазах. Но это действительно, можно сказать, чудо. Ну, выход того же Черышева. Да, да. Черышев в основе тоже очень грамотное решение. И Черышев отблагодарил тренера своим шикарным ударом, вообще сумасшедшим просто. Ну, я думаю, действительно, можно смело включать, да, этот гол в список лучших для ворот этого турнира. Да. Ну и продолжая разговор о составе, о схеме, да, вот ожидали вот многие то, что сборная России все-таки решится сыграть в открытый футбол. В предыдущих выпусках нашей передачи мы не раз обсуждали эту тему, вот мы сидели и гадали, сыграет ли Россия так же закрыто, как с Испанией, или же вернется вот к формации 4-2-3-1. И в итоге Черчесов выбрал последний вариант. И согласны ли с этим решением? Ну, согласен. Как бы результат говорит о том, что все было сделано правильно. И то, что в защите играло у нас 4 человека, а не 5, это в то же время, ну, отталкивалось и от прошлой игры, когда мы сыграли в 5 защитников, когда вышел тот же Гранат, который, как по статистике, не отдал ни одной точной передачи. Антирекорд. Ну. Да, поэтому, ну, зачем еще одного человека в защиту, который ничего позитивного не создаст? Лучше впереди. И в то же время, вот во втором тайме, когда произошла замена, ну, я был очень удивлен, когда вышел Смолов вместо Черышева. То есть он не вместо Дзюбы вышел, он не поменял нападающего на нападающего. Он выпустил какой-то момент, у нас на поле было 2 нападающих. То есть, возможно, Черчесов пытался этим шагом рискнуть, обострить игру, но потом по прошествии там какого-то времени понял, что что-то не получается, и все-таки сменил уставшего Дзюбу.
Ну, все мы помним, что у Смолова хорошая возможность была, и почти Ну, да. угадал, да, Черчесов? Да, ну Да, что ж, Смолова турнир как бы, ну, нельзя, наверное, занести в такой актив, как у всей сборной в целом, потому что все-таки ждали от Смолова большего, чем он показал. И если бы он бы сравнял счет не Фернандес, а Смолов, или вывел бы команду вперед нашу, ну, забил бы гол бы в этой игре решающий, тогда бы он бы себя реабилитировал бы в глазах болельщиков. ну что ж, сборная России впервые в своей истории сначала вышла из группы на чемпионате мира, и потом еще и добралась до четвертьфинала. И отсюда такой вопрос, насколько объективно вот то, что российские футболисты дошли до четвертьфинала? Перепрыгнули ли они свою голову, или же все вот, по справедливости? Но в футболе не бывает несправедливых результатов. В любом случае все по справедливости. И наша команда, естественно, если так объективно уровень оценивать относительно других команд, относительно технико-тактического вот этого всего, да, состояния, мастерства команд, игроков, где они играют, на каком уровне, какие там регалии у них есть у этих игроков, то наша команда прыгнула, наверное, как максимально возможную планку, которую могла взять, она ее и взяла на этом турнире. Ну, Россия подарила нам немало, да, красивых побед, радовали ребята всю страну. И для вас вот лучшая игра россиян на этом турнире? Ну, для меня, если так вот, по эмоциям, наверное, лично для меня это матч открытия. Когда, в принципе, ничего не ждали такого неожиданного, такой вот игры, такого обилия голов, а наши вышли и этим самым задали такой эмоциональный заряд для всей страны, что вот, мы можем, болейте за нас, смотрите футбол, играйте в него. Матч открытия с Саудовской Аравией. Ну, действительно, этот матч подарил нам очень много эмоций, положительных эмоций, очень красивая победа с крупным счетом. Ну, а если говорить о будущем, вот, сборная России дошла до четвертьфинала, вошла в 8 сильнейших команд мира. Что будет дальше? В будущем будет очень сложно, потому что определенный уровень задан, определенный уровень ожидания уже у болельщиков, у общественности, у, там, можно даже сказать, у руководства страны, у футбольного союза там, России есть. И сейчас, получается, ну, следующий там Лига наций начинается турнир, потом чемпионат Европы через 2 года. Будет очень тяжело. Тем более по рейтингу, как мы знаем, сборная России находится далеко, ну, за первой там 50 командами даже мира. Поэтому соперники будут очень сильные. В составе сборной России для вас кто стал главным открытием? Ну, я бы, наверное, выделил Марио Фернандеса. Хоть он и пенальти не забил, но пенальти в послематчевой серии с хорватами. Он все игры, которые он играл, а он играл во всех играх, в одной только он на замену вышел с Уругваем после удаления Смольникова. Во всех играх сыграл на уровне, вообще, он даже, наверное, лучший правый защитник на этом турнире среди всех команд. Он сыграл на уровне вообще мировом. Он бы в сборной Бразилии не затерялся, вот то, что он натурализованный игрок. Я бы его назвал. Ну что ж, известны все участники полуфинала чемпионата мира в России. Вот начнем с пары Бельгия-Франция. Вот кому даете предпочтение в этом противостоянии? Да, вообще невозможно, да, понять, кто сильнее. Можно сказать только, за кого буду болеть, да. Я буду болеть за французов. Ну, нравится, что они играют в тот футбол, который они играют. Быстрый вот этот их нападающий Мбаппе, да, ну, просто он и так уже играет там, по-моему, года 2-й сезон, так на высоком уровне играет. А сейчас на чемпионате мира он просто показывает, что потенциал огромнейший у него. Поэтому я за французов в этой паре. Ну, конечно, предугадать результат, итог, да, очень сложно. Встречаются две действительно очень классные команды. Ну и вторая полуфинальная пара не менее интересная. Англия встречается с Хорватией. И Хорватия играет как никогда, да. Именно на этом турнире очень радует Хорватия. Насколько далеко дойдет вот команда Хорватии? Ну, хотелось бы, чтобы Хорватия после победы над Россией выиграла чемпионат. Чтобы вы говорили, проиграли будущим чемпионом мира. И то в серии пенальти. Да, тогда это будет намного даже
гордость больше от нашего результата, от результата сборной России. Тем более не надо забывать, что когда в 2008 году сборная России на чемпионате Европы вышла в полуфинал и, соответственно, завоевала бронзовые медали, тоже, чтобы попасть на этот чемпионат, нам хорваты помогли очень сильно, когда ту же Англию выиграли, с которой они вот как раз будут встречаться в гостях. Счет, не помню, по-моему, 4-3 или какой-то такой с крупным счетом, или 3-2. Напряженная Да. была борьба. Да. И благодаря хорватам Россия попала на тот чемпионат Европы, фактически. Ну вот, кто в итоге выйдет победителем в этой паре? Я надеюсь на хорватов. Надеемся на хорватов. Хорошо. Ну и напоследок такой вопрос. Вот у нас сборная России, которая подарила очень много эмоций миллионам фанатов, не только из России. Вот в нынешнем составе, будь вы главным тренером сборной на месте Станислава Саламовича, да, кого бы вы включили вот дополнительно в состав? Дополнительно в число 11 человек или 23? 11. Кого не хватает, может, кого заменить стоит? Так, кого заменить? Ну, сложный вопрос тут по горячим следам. Кого заменить? Ну, надо не забывать, что у нас есть травмированные ребята. Тот же Джики в обороне, он бы сыграл бы точно не хуже, чем тот же Кудряшов. А, возможно, где-то надежней. Да, глубину состава бы определенную бы дал. Тот же Игнашевич, он играет, да, но на будущее, если смотреть там на полгода, на год вперед, все равно рано или поздно у нас там в защитной линии, ну, на Игнашевича мы надеяться не сможем. Вот. Те же братья Мирончуки, у них там потенциал огромный, но на этом турнире, ну, тренеру виднее, он и тренировочный процесс смотрит, и кто как готов, и кто под конкретную тактику, на конкретную игру подходит по своим качествам техническим, тактическим. Вот. Братья Мирончуки. То есть, в принципе, на них можно надеяться. Кокорин тот же самый, который у нас сейчас там травмирован, который восстанавливается. Ну, тоже, я думаю, еще последнего слова не сказал. И ну, лучше Смолов бы, возможно, бы сыграл бы на этом турнире, если бы он был бы в строю. Ну и по оценке, по выступлению в сборной России, по пятибалльной шкале, какую оценку поставить? Ну, конечно, 5. Конечно, не 5 с плюсом, да, 5 с плюсом это вот как раз, если бы произошло бы, ну, маленькое чудо, и мы бы там прошли как минимум в полуфинал, там стали призерами. А так, естественно, твердая пятерка за такое участие, за такое выступление. Ну, я думаю, с вами согласится вся Россия. Действительно, наша команда подарила нам большой праздник футбола. Ну и несмотря на то, что Россия дальше не будет принимать участие на чемпионате мира, от этого первенство никак не становится менее интересным. У нас небольшая передышка будет 2 дня, и после которых мы опять будем наслаждаться чемпионатом мира. Итоги полуфинальных игр мы также обязательно обсудим.